Здравствуйте, уважаемые земляки и актакульцы! Сегодня, в один из прекрасных дней затянувшейся золотой осени, мы вновь встретились с нашими односельчанами на празднике круглого пирога, посвященном Дню работников сельского хозяйства. На этот раз мы пригласили тех, кто в далекие 80-е, только что окончив среднюю школу и услышав призыв комсомола всем классам в колхоз, не раздумывая, пришли на смену своим отцам-механизаторам и матерям-животноводам-дояркам в родной колхоз «Уразман». В те годы Яктукуль считался самой крупной бригадой. Численность населения была около 150 жителей, из них более 60 человек работали в колхозе. Во время нашей встречи душевной теплотой вспоминали бригадира Юльтимерова Ивана Пича, в течение 18 лет руководившего бригадой, Мурзакаеву Раяка, бессменную заведующую Яктукульского молочно-товарного комплекса, Пюмиллина Элиза, долгие годы сама возглавившая эту же ферму, добрыми словами и благодарностью говорила о своих наставниках Сәйнәби-ака, Асылбике-ака, Люция-ака, Синәрби, Маярби, Тайяр-акасын, Роза-ака, Марсина-ака, Расиха-ака и о многих других доярках, с кем рука об руку трудились, от кого набирали опыт работы и, конечно же, старались надоить молока больше, чем они. Владимир Олег Иванович, еще с начала 80-х работавший бригадиром, вспоминает, как молодые девушки-ровесницы Марета, Элиза, Зоя, Наташа ловко забирались на тележку трактора, загруженную зеленой массой, и ни свет ни заря уже ездили на утреннюю дойку в летний лагерь. «Да хоть камнями была бы загружена тележка», — добавила Элиза, — «все равно садились, шустрые мы были, ничего не боялись». Да-да, как же иначе, молодость брала свое, а вечером, как бы уставшими не были, шутками-прибаутками да песнями-частушками, дружные и озорные возвращались домой. И скорее-скорее, да побыстрее в родной клуб, на танцы, на вечеринку. Ведь скоро с полей вернутся парни, механизаторы, и тоже придут в клуб. Сколько их было в те годы! Комбайнеры Янабай Пича, Савельев Александр, Евгений, трактористы Борис Пича и Радыш Мурзакаевы, Паймуллин Геннадий Пича, Пимуллин Илдар. Шоферами работали Рафят и Робис Мурзакаевы, Карабанов Николай, механиком МТФ Юльтимеров Емель. Все они еще мальчишками возились рядом с родителями-механизаторами, то у тракторов, то в животноводстве. Вот и думаешь, не научились ли они ездить и управлять техникой раньше, чем ходить по земле? А учиться и перенять опыт было у кого. Еще с первых дней создания Яктукульской бригады трактористами и механизаторами работали Савельев Петр Пича, Якуб Юрка Пича Пимуллиной, Племон Пича, водители Юльтимеров Миша Пича, Желендей Пича, Илюхин Марат, Сашка и Роберт Пичасин. Животноводами-скотниками работали Давлетбай Пича, Тайдуллин Мигуш Пича, Ванюрка и Алешка Пича Мурзакаевой. Из рук этих опытнейших работяг-колхозников приняла эстафету молодежь 80-х. Отслужив в армии, остались в родном Яктакуле, сами сели за штурвалы комбайнов и тракторов своих отцов. Нашли своих суженых среди трудолюбивых девушек, создали семьи, построили добротные дома, растили детей и всю жизнь трудились в родном колхозе. Результатом кропотливого, порой изнурительного труда всех членов Яктакульской бригады являются их достижения. Третья бригада всегда была передовой и по надоям, и по обмолоту зерновых, не только в колхозе, но и по району. Не раз занимали призовые места в соревнованиях мастеров машинного доения и пахарей-трактористов. Лучшие показатели имелись среди комбайнеров района. В том, что в те годы колхоз «Уразман» стал колхозом-миллионером, есть огромный вклад и наших односельчан. Гости нашей встречи выразили слова благодарности и глубокого уважения Фатыхову Талгат Карипичу, еще 1964 года возглавившего и более 30 лет руководившего колхозом. Именно в те годы силами и средствами колхоза «Уразман» построены детский сад и школа, дом культуры, да и вся социальная и хозяйственная инфраструктура держалась благодаря колхозу. Даже работал свой лечебный профилакторий. Чем же это не заслуга ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства, кавалера множества государственных орденов и медалей нашего уважаемого председателя Талгат Карипича? Вот такими душевными воспоминаниями мы посидели за чашечкой чая с круглым пирогом. Красиво отметили свой праздник, как мы привыкли его называть, День колхозников.